В рамках декады ингушского языка в средних общеобразовательных учреждениях республики проходят различные мероприятия. Наша съемочная группа побывала на одном из таких праздников, организованном учащимися и педагогами 3-й Карабулакской школы. Дети продемонстрировали не только знание родного языка, но и знакомство с традициями и обычаями народа. Здесь звучали песни, стихи, показывали сценки. Организатор мероприятия и учитель ингушского языка и литературы с 15-летним стажем работы Аза Миржоева отмечает, что такие мероприятия важны для подрастающего поколения, чтобы дети не просто учили родной язык, но и полюбили его. Мы каждый год готовимся к этой декаде, проводим ее. Ингушский язык, я бы сказала, обязателен для нашего народа. Нужно чаще давать эти мероприятия, так как, вы знаете, у нас большая половина детей почти не говорит на ингушском, большой процент не говорит, я бы сказала. А готовились мы к этому мероприятию. Я как-то постаралась дать его и на русском, и на ингушском. Ежегодно школа участвует в декаде и каждый раз стремится внести что-то новое. Естественно, в подбор материала идут все средства: литературные произведения наших классиков, вокальные номера, викторины, конкурсы рисунков. Используют работы из современных литераторов. Аза Магомедовна отмечает, что в свободное время она и сама занимается переводческой деятельностью. Так, с ее легкой руки отрывки из Евгения Онегина зазвучали на литературном вечере на ингушском языке. Дети, я вам скажу, слушают, очень с большим интересом слушают на русском, но я вам скажу больше, они на ингушском слушают гораздо, проявляют больше интерес. Почему? Потому что это новинка какая-то, они про это не слышали. Какой праздник и без песен? Естественно, без них не обошлось и данное мероприятие. Они звучали, причем самые разные. Кроме того, что современному ингушу необходимо улучшить и совершенствовать свой разговорный родной язык, так можно пополнить багаж и в литературном направлении. О том, как красиво звучит ингушский в поэзии, продемонстрировали учащиеся этой школы. Эхи тааш бир заркорта, багдер кордерцен шорта, кехта целой мотлубат, цоца дуагар дуцедац, эсцелеберцен карде, мехта дуагар кертерден. Калой, Заругу, Айтмир и другие персонажи бессмертного произведения ингушского классика Идриса Базоркина из «Тьмы веков» знакомы каждому сидящему в зале. Кто-то читал, кто-то слышал, кому-то довелось увидеть спектакль на сцене по этому произведению. Кстати, о последнем. Свою вариацию постановки продемонстрировали и школьники. Главная роль Калоя досталась Ибрагиму Гулиеву. Молодой человек часто принимает участие в школьных мероприятиях, но такого сложного персонажа ему играть еще не доводилось. Калой – это символ мужества ингушского народа, и он, несмотря на то, что он не из богатой семьи, показал себя, автор представил его как очень мужественного и достойного мужчины. Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться, так как мы говорим на ингушском языке, а его нужно развивать. Литературный вечер прошел на ура. Принять участие в нем смогли ребята с разных классов. В каждый номер дети вкладывали всю свою душу, а по-другому на родном языке и не получится. Зрителями были как их сверстники, так и педагоги, которые смогли не только в очередной раз порадоваться за своих воспитанников, но и оценить их талант и знания.